В Иерусалимском храме Гроба Господня произошло важнейшее для христианского мира событие. Сошел благодатный огонь. Чтобы стать свидетелями чуда, сюда приехали 10 тысяч паломников со всех концов света. Огонь, который не обжигает, а дарует благодать, вместе с верующими встречал и наш ближневосточный корреспондент Алексей Ивлеев. Сейчас он на прямой связи. Алексей, поделитесь впечатлениями. Елена, как вы можете видеть, схождение благодатного огня состоялось. И вот сейчас в храме Гроба Господня вы можете видеть, что несмотря на то, что уже эта процедура закончилась, сюда стекаются десятки тысяч людей для того, чтобы те, кто не успел зайти внутрь во время схождения, чтобы они смогли зажечь здесь вот такие вот замечательные свечи. А о том, как это происходило, я предлагаю сейчас посмотреть. Несколько минут назад весьма представительная российская делегация вышла отсюда со специальным сосудом, в котором благодатный огонь специальным рейсом будет доставлен в Москву, в центральный российский храм, в храм Христа Спасителя. И уже отсюда его повезут по другим российским церквям во всех российских регионах. Нужно сказать, что сегодня прошло еще одно знаменательное событие. Накануне Пасхи все опасались, что, возможно, будет повторение каких-то межконфессиональных конфликтов. Так вот, сегодня патриарх Иерусалимский Феофан зашел в Кувуклию, то место, где был погребен Иисус Христос, в сопровождении представителя армянского патриархата. То есть, по видимости, накануне Пасхи конфликт был решен, и, может быть, еще и поэтому произошло такое событие, как схождение благодатного огня. Елена. Спасибо, Алексей. На прямой связи из Иерусалима был наш собственный корреспондент на Ближнем Востоке Алексей Ивлеев. В храме Гроба Господня сошел благодатный огонь.